Чеч буречь, дуноешь ясмы, куноасмы. Добрый день, дорогие друзья, гости! Для вас выступил ансамбль «Ожерелье» с колыбельной на языках народов России. А вам мама пела в детстве песню? Многие говорят, что пела. А тебе, Соня? Конечно, пела. Наверное, в каждом уголке мира, в любой культуре мамы поют своим детям колыбельную. Колыбельную поют на родном языке. Так ребенок знакомится с культурой. Это получается, через колыбельную передаются многовековые традиции? Именно так. Именно поэтому мы начали наш концерт с колыбельной на языках народов России. Так мы посвящаем вас, наши дорогие гости, в родную удмуртскую культуру и культуру родственных народов. Так а в честь чего концерт-то? Как это в честь чего? У нас сегодня замечательный праздник, День бабушки. Какой такой день бабушки? Бабушек я тут не вижу. Дети сидят, родители. День бабушки – семейный праздник. От кого мы перенимаем семейные ценности, мудрости жизни, которые в книжках не найдешь? От бабушек, конечно. Потому и День бабушки. Бабушка как символ связи поколений. Почему это именно день бабушки, а не дедушки? Мне вот мой дедуля, например, тоже много чего рассказывал полезного в жизни. Потому что этот праздник был учрежден в Удмуртии после выступления бурановских бабушек в 2012 году. А, это когда они на Евровидении заняли 2-е место с песней «Party for Everybody». Да-да, эту песню все знают. Теперь ежегодно, 26 мая, в день их выступления, отмечается День бабушки. Бурановские бабушки крутые, прославили всю Удмуртию. А ты знаешь, что у нас скоро еще один праздник будет? Какой праздник? 2 июня обществу ГЕРТ исполняется 30 лет. 2 июня в 1991 году в концертном зале Останкино прошло учредительное собрание, где было решено создать новое удмуртское сообщество ГЕРТ. Ого, так это у нас сегодня двойной праздник. А кто основал наше общество? Доктор педагогических наук, профессор Глафира Николаевна Никольская. Сейчас она является почетным председателем региональной общественной организации содействия сохранению и развитию удмуртской культуры ГЕРТ. Давайте предоставим слово Глафире Николаевне, основателю и первому руководителю Московского удмуртского национального культурного общества ГЕРТ. К сожалению, сегодня она не может присутствовать на нашем мероприятии, но Глафира Николаевна для нас записала видео поздравления. Внимание на экран. Уважаемые члены общества ГЕРТ и Удмуртского землячества, сердечно поздравляю вас с праздником, с юбилеем, 30-летием деятельности Удмуртского национально-культурного общества ГЕРТ. Движение по сохранению и развитию удмуртского языка, культуры, традиций удмуртского народа имеет свою историю. Осенью 1922 года Кузьма Павлович Чайников, Кузьма ГЕРТ, выступил инициатором создания Удмуртского национального общества в Москве для удмуртов, проживающих в Москве. Цель этого общества была сохранить, развить удмуртскую культуру, традиции, фольклор удмуртского народа, экономику. Он активно привлекал к этой работе всех удмуртов, которые проживали в Москве. Однако в 1925 году начались трудности. Многих отозвали в Удмуртию, назвали их националистами, и в результате в 1928 году Боляк распался. В 90-е годы в Москве началось очень активное движение по созданию национальных обществ. Было создано большое количество обществ наших финно-угорских народов. Коми, Парма, Коми-Пермяцкое землячество, Марийское, Мордовские 2 общества были. И по другим национальностям. Бурятское, Урял, Татарское землячество и так далее. Их много было в этот период. Для организации удмуртов, проживающих в Москве, была проведена подготовительная работа. Я переговорила с руководителями национального движения Удмурт-Кенеш Пономаревым Карлом Александровичем и председатель
председателем Удмуртского общества ДНН Ореховой Лидии Васильевны. Они меня поддержали, сказали, что необходимо создать такое национальное общество в Москве. И обещали приехать на учредительное собрание в Москву. 2 июня 1991 года в Москве прошло это учредительное собрание. Приехали туда Пономарев Павел Александрович, Сидорова Анетта Петровна, министр культуры, руководитель ансамблей там Мамонтов Анатолий Васильевич, и привез с собой коллектив. Был на собрании также Федоров Сергей Григорьевич, это представитель горкома КПСС, Крутых Виктор Романович из Комитета по национальным вопросам Моссовета. На повестке дня стояло 3 вопроса. Первое – организация Московского общества удмуртской культуры. Второе – выборы председателя общества и правления. И выборы делегатов на первый всесоюзный съезд удмуртов в Ижевске. На собрании представители удмуртов, живущих в Москве, а также ижевская интеллигенция, они решили доверить возглавить удмуртское общество ГЕРТ мне. Было избрано правление общества. В правление вошли руководителем Рудольф Васильевич Гаврилов был, Людмила Ивановна Семенова, Маргарита Родионовна Сельченкова, Илья Петрович Афанасьев, Иван Никонорович Панов и Михаил Галеевич Шаклей. На собрании присутствовало 36 человек удмуртов. Основные направления деятельности общества были сформулированы в уставе, а регистрация общества произошла в декабре 1991 года. В уставе было написано: первая, цель общества – изучение истории удмуртского народа, национальной культуры, традиций, народных традиций. Второе – организация и изучение родного языка. Третье – оказание посильной помощи Удмуртской республике. И четвертое – налаживание связи с представителями финно-угорских народов, которые проживали в России и за рубежом, а также с другими обществами других национальностей. Но шла работа по подбору, по выявлению удмуртов в городе Москве. Таким образом, к концу 1991 года у нас было 100 человек, которые явились членами нашего общества ГЕРТ. Я сегодня хочу огромное спасибо сказать тем активно работавшим в самом начале в этом обществе, которые очень помогали мне и с большим интересом и желанием приезжали, встречались в обществе между собой. Это были такие, как Афанасьев Илья Петрович, Бабинцев Виктор Анатольевич, Брюсова Нина Гавриловна, Водчинников Василий Алексеевич, Гаврилов Рудольф Васильевич, Голубев Владимир Васильевич, Лебедев Владимир Степанович, Калаев Михаил Матвеевич, Подалкина Нина Семеновна, Панов Иван Никифорович, Панова Нина Николаевна, Пупыдова Раиса Алексеевна, Подсидерцев Николай Георгиевич, Сельченкова Маргарита Родионовна, Семенов Михаил Леонидович, Семенова Лидия Кузьминична, Семенова Людмила Ивановна, Суворова Маргарита Николаевна, Тепляшина Тамара Ивановна, Танаев Владимир Юрьевич, Танаева Татьяна Михайловна, Титова Елизавета Георгиевна, Лебедева Елена Васильевна, Феоктистов Владимир Аркадьевич, Ельцов Владимир Федорович и Шаклейн Михаил Гаврилович. Большую помощь в организационной работе мне оказывали будущие юристы, это Пономарев Алексей Михайлович и Соболев Сергей Анатольевич. Кроме того, очень активно в этот период приходили в наше общество, поддерживали меня. Это первая удмуртская студия театрального института имени Щепкина при Малом академическом театре. Они с радостью приходили к нам. Ложкин Алексей, Ложкина Светлана, Гаврилова Оксана. И всегда Оксана говорила: я побывала как дома в Удмуртии.
с удовольствием и при необходимости выступали, то есть помогали разнообразить работу нашего общества. Я с огромной теплотой вспоминаю тот период, когда мы собирались на Садово-Черногрязской в помещении Удмуртского поспредства. Нас очень тепло там встречали работники поспредства, руководители Ковин Анатолий Николаевич, Сокович Андрей Владимирович, заместитель Лебедев Владимир Степанович, Чеченков Маргарита Родионовна. Управляющий делами был поспредства Денисов Алексей Федорович, Татьяна Ивановна Островушка. И очень много помогала лично мне в организации работы бухгалтер Лидия Андреевна, Пупытова Раиса Алексеевна. Затем уже мероприятия проводились в Октябрьском переулке, куда переехало наше поспредство. И хочу сказать, что тогда очень хорошо к нам поспредство относилось. Они выделили нам самую красивую комнату, большую, на втором этаже, где мы все встречались. Была в 90-е и 20-е годы проведена очень большая и разнообразная работа. Я все сейчас перечислять не буду, но хочу на самых главных каких-то больших мероприятиях остановиться. Был проведен вечер, посвященный известным писателям, поэтам, фольклористам. Это Кузьме Павловичу Чайникову, Кузебаю Герду, Георгию Егоровичу Верещагину, этнографу, фольклористу и педагогу. Члены общества встречались с руководителями республики, известными учеными, поэтами, писателями, художниками и артистами. Был организован цикл лекций на тему «Удмуртия – мой край родной». В 2003 году в Венгерском центре очень хороший был такой вечер, посвященный Дню родственных финно-угорских народов. В празднике принимали участие представители различных национальностей, финно-угорских и даже других национальностей. Были малийцы, мордовцы, коми-пермяки, из Эстонии приезжали, из Финляндии были представители. Члены общества были делегатами и все удмуртских финно-угорских съездов. Мы туда с радостью ездили, очень много узнавали про наши родственные языки и народы. Так были на Первом всесоюзном съезде удмуртов в Ижевске в 1991 году, Первом всесоюзном съезде финно-угорских народов в Ижевске в 16 мая, Первого всемирного конгресса финно-угорских народов в городе Сыктывкаре 30 ноября 1992 года и Второго съезда удмуртов в Ижевске в ноябре 1994 года. В 2002 году у нас открылась воскресная школа по изучению удмуртского языка и культуры, традиций удмуртского народа. Вела эти занятия Семенова Лидия Кузьминична. Я помню, я бывала на этих занятиях, с какой радостью дети занимались, встречались из наших удмуртских московских семей и работали, изучали родной язык и культуру удмуртского народа. На мероприятиях часто выступали с музыкальными номерами наши коллективы. Удмуртский фольклорный коллектив под руководством Семеновой Лидии Кузьминичны. Оркестр очень часто выступал, которым руководил заслуженный деятель культуры Российской Федерации Ельцов Владимир Федорович, а также мои ученики-студенты второй студии Театрального института имени Щепкина при Малом академическом театре. Кроме того, сейчас обогащают своими музыкальными номерами наши мероприятия Лагунов Степан Владимирович и Полуэктов Игорь Иванович. Им большое спасибо. В ноябре 2000 года общество ГЕР вступило в региональное общество, в организацию Удмуртское земельное общество, которым руководил Маев Сергей Александрович. А ГЕРом руководил в этот период Подсидерцев Николай Георгиевич. Считаю, что это был второй этап работы деятельности общества ГЕР. Они проводили совместно разнообразные мероприятия,
но на них я особо останавливаться не буду. Сейчас третий этап общества, я считаю. Общество начало работать самостоятельно. Руководит этим обществом сейчас Сильченкова Маргарита Родионовна. Я внимательно слежу за деятельностью и вижу, что состав общества за последние годы очень изменился. Пришла талантливая молодежь, и проводится много сейчас интересных, обогащающих деятельность общества мероприятий. Меня это очень радует. Коллектив Удмуртского землячества и ГЕРД сейчас активно работают вместе, в сотрудничестве, проводят интересные мероприятия, отмечают российские и удмуртские национальные праздники. Так, в частности, Гербер, вот сегодня День бабушки отмечается. Стала традицией проводить интеллектуальную игру «Что, где, когда». Земляки активно участвуют в спортивных мероприятиях под руководством нашего инициатора и замечательного активиста-спортсмена Феоктистова Владимира Аркадьевича. Ему большое спасибо. За 30 лет своей деятельности общество ГЕРД окрепло, нашло интересные формы работы, активно взаимодействует с общественными организациями, с художественными коллективами Удмуртии. И кроме того, сейчас ГЕРД взаимодействует и с удмуртским землячеством. Вместе проводят разнообразные мероприятия, и мне кажется, что это очень удачно происходит в жизни двух этих обществ. Еще раз поздравляю с юбилеем общества ГЕРД и членов общества Удмуртское землячество. Желаю всем доброго здоровья, дальнейших успехов в деятельности обоих обществ. Спасибо за внимание. Спасибо, Глафира Николаевна, за замечательные слова. Да, мы подробно погрузились в историю ГЕРДа. Глафира Николаевна довольно много сделала для ГЕРДа, мы это уже могли услышать, и она, конечно, достойна самых высших наград. Благодарственным письмом Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москва награждается Глафира Николаевна Никольская за вклад в сохранение и укрепление межнациональной дружбы, за многолетний добросовестный труд в общественном движении и в честь 30-летия образования организации. Аплодируем. Многие думают, что наша организация названа в честь удмуртского поэта, прозаика, национального и общественного деятеля Кузибая Герда. Но это не совсем так. А ты знаешь, Женя, почему наше общество так названо? Конечно же знаю. Герд переводится как узел, связь, соединение. Герд – Герджа Удмуртесты, то есть наше общество соединяет, объединяет удмуртов Москвы. Но и с Кузибаем Гердом мы связаны, ведь продолжаем его дело. Мы стараемся чтить его наследие и ценить вклад в сохранение родного языка и культуры. Наше общество ГЕРД пытается следовать его завещанию. Помните строчки его известного стихотворения? «Мы сеем и сеем, а жать подоспевают за нами другие. С радостью выйдут в поля большие, мы сеем и сеем». Да, действительно сеем. И перенимаем знания от старшего поколения. Давайте пригласим на сцену ансамбль ветеранов. Именно они стояли у истоков становления и формирования Удмуртского национально-культурного общества ГЕРД. Встречаем ансамбль ветеранов с удмуртскими народными песнями под ваши бурные аплодисменты. Удмуртская народная песня «Окинула к тугане». Окинули тугане, окинули тугане. Кия заганзе кутеса, шудер гурзе шудеса. Кия заганзе кутеса, шудер гурзе шудеса. Ой до туган моне келя, шур сопала буи дождь. Шур сопалась будь мы дорож, будь шоришка подорож. Шур сопалась будь мы дорож, будь шоришка подорож. Утке келя ачи тодот, нырке шетер монкиям.
Ниркишете учам кадік, бірлому не учало. Ниркишете учам кадік, бірлому не учало. Ой, до туган моне келя, сопал яреву и тощ. Утки келячит, то до берлачит малполот. Утки келячит, то до берлачит малполот. Удмуртская народная песня «Тонно куно». Тонно, куно, куно, монно, куно, куно, вали, торен, кін понос. Квиняр, віші, квиняр, віші, ой, жужек ти віще сам. Мон, жужек ти, мон, жужек ти, мон, жужек ти, тон понам. Батько, берга, батько, берга, батько, борти вучин винішки. Туган, берга, туган, туган, борди винішки. Даски, юбо, даски, кульчок, кода, з думом вал йосмін. Даски, тужак, даски, міндер, кода, з поном йосмін. Шучерек, ректем, меткельос. Кырджа, вера, кырджам, вера, меткельос. Удмуртская народная песня «Марым леща». За ними да, свеч меда, чевержин грескварает. Ой, однако, поймо, деке марим леща ярати. Ой, однако, поймо, деке марим леща ярати. Улмо лично, намір лично, чебер вам йосит. За нівитам, то не витай, марим лощ витатит. За нівитам, то не витай, марим лощ витатит. Воду лично ще сутека, ще чеберещин йосит. Ой, однако, паймо, деке шул, мамуш, тон тек пирит. Ой, однако, паймо, деке шул, мамуш, тон тек пирит. Толон малпай, тун не малпай, марим лощ малпатит. Ой, однако, паймо, деке ми нам шулмам тулкуштит. Ой, однако, паймо, деке ми нам шулмам тулкуштит. Візьмо шуо, йосит зарні шуо. Ой, однако, паймо, деке, то не марим ярати. Ой, однако, паймо, деке, то не марим ярати. Еще раз поаплодируем нашим ветеранам. Наши ветераны достойны самых лучших наград. Давайте вручим им благодарности. Благодарности вручает Маргарита Родионовна Севченкова, председатель правления региональной общественной организации «Содействие сохранению и развитию удмуртской культуры» ГЕР. Мынам донокуносы, мынам донокушносы. Билемыз ветеран Йошоны, Ожимерло. Благодарностью президента Всеудмуртской ассоциации Удмурт-Кенеш награждаются Лебедева Елена Васильевна. Титова Елизавета Георгиевна. Семенова Лидия Кузьминична. Ушакова Людмила Яковлевна.
благодарностью первого руководителя Московского Удмуртского национально-культурного общества ГЕР, почетного председателя региональной общественной организации «Содействие сохранению и развитию удмуртской культуры ГЕР» от Никольской награждается Падалкина Нина Семеновна. Я хочу зачитать слова благодарности Глафиры Николаевны, которые были вписаны в эту благодарность. Сердечно поздравляю вас, старейшего члена общества ГЕР, с его юбилеем, 30-летием со дня образования. Тепло вспоминаем мероприятия, посвященные организации нашего общества 2 июня 1991 года, когда приезжали к нам представители Удмуртской республики и коллектив ансамбля «Талмаз». Большое спасибо вам за поддержку и помощь в становлении общества, активное участие во всех мероприятиях, за любовь к нашей малой родине, за сохранение родного языка и обогащение родной культуры. Благодарностью от Никольской награждается Замятин Михаил Федорович. Также награждается Семенов Михаил Леонидович. Семенов Михаил Леонидович. Еще 18 человек, старейших членов общества ГЕР, но они не могут сегодня присутствовать, поэтому мы им отправим Почта России или просто передаем. Благодарностью руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы награждается Подсидерцев Николай Георгиевич за вклад в сохранение и укрепление межнациональной дружбы, за многолетний добросовестный труд в общественном движении и в честь 30-летия образования общества ГЕР. Нашей родной Удмуртии. Прежде всего, это вам всем спасибо, всем удмуртам, всему нашему обществу. Эти подарки, эти награждения, это вам. Прежде всего, это вам, конечно. Да, это коллективный труд. Это было наше любимое старшее поколение. Между прочим, в древности считалось, что шум изгоняет злые духи и хвори. Так вот, еще раз активненько поаплодируем, дабы спугнуть дух короны. Кстати, о короне. Что ж ты, Ващаща, жреца не пригласил? Надо, чтобы он умаслил наших предков, чужого смес, а Ильмар даровал удмуртам тазалык, байлык, ванилык, шутбур. Где же тебе Ващаща найду? Может, Ващаща среди нас и нет, но есть веселая завятская плясовая. И лимфу разгонит по всему телу, и настроение поднимет, и шум создаст. Опять же злые духи испугаются. Завятская плясовая? Это танец завятских удмуртов? Да, плясовая завятских удмуртов. Все мы знаем, что есть северные и южные удмурты. Но есть еще удмурты, которые живут в других регионах с нашей страны, в Татарстане, Башкортостане, Кировской области и в других местах. И удмурты из неудмуртии отличаются от нас не только говором, но и традициями и костюмами. Как же здорово, что сегодня на нашем концерте присутствуют завятские удмурты. Они будут в своих костюмах? Да, они будут в своих завятских костюмах. И более того, они расскажут нам о них. Тогда приглашаем на сцену Светлану Марданову и Надежду Садакову.
Нашим костюмам более 100 лет. Мы являемся закамскими удмуртами. Наши костюмы состоят из рубахи, шорт-дырем. Рубаха самотканная, из льняных ниток. Ткали строго по размеру, чтобы лишние сантиметры не отрезались. Фартук, айшет, тоже самотканный, из льняных ниток. А ленты на подоле платья являются еще одним украшением всего наряда. Маниста говорила о статусе женщин и о богатстве рода, и уже много лет эти наряды передаются из поколения в поколение. Бабушки, праздник семейный, как мы уже выяснили. У нас сегодня присутствуют в зале и самые младшенькие. Хочется сказать, дети – цветы жизни, но вы и сами все знаете. Скажешь тоже. Сейчас перед нами выступят со стихами Илья Марданов и Маша Гущина, а также видеостихотворение для нас записали Даша и Федя Феофилактовы. Встречаем самых маленьких выступающих. Они волнуются, переживают. Поддержите их аплодисментами.
що чуо кишкато, муз'ємє спезуркатот. Шур дуремон важкий сал, биженижит візнасал. Бижениж чіпей шукос, бижен вал чіпевий тос. Важен куди сал, емежана вітлий сал. То начіп ти куди та. Луп-лоп, тип-топ, вам ще Наташа, гыш-гаш, чиш-чаш, нюшта, ракалоша. Куча пи, вам еще... Куча пі, монти надкукали шти, важі педал гнутем, ен кашки то нуклетем. Ребята, молодцы! А теперь мы еще послушаем видео стихотворения. Ребят, можете спускаться. Арняна, тікнув так часів з дирто, вирву якийсь сайкато. Дук дивитик, тікнув так, я тівіті ожи так, меткалось на мунію, ен сайкателе сайо, калази шден єзи, ми нам пічі ешиси, тієн сайкате мене, арнян, ну на лук тунек. З днем бабушек! Івшем, зор, зоріє, узиєно, бориє, чежієно, таніє, кицлин, клокапуке, зоно, зоріє, уре. Днем бабушек. Кто-то на лето спешит уехать в Черному морю, а мы спешим к своим бабушкам в Удмуртию. Поблагодарим еще раз детишек. Они большие молодцы. Песни мы послушали, стихи послушали, на танцы посмотрели. Но это еще не все. Чем мы можем вас сегодня удивить? Сейчас перед нами выступит Кристина Филаретова с номером по художественной гимнастике «Валенки». Но для этого нам понадобится небольшая подготовка. Нужна помощь. Нужно коврики вынести на сцену. Валенки, да валенки, ух, да не подшиты старенький, надо валенки подшить, да не в чупнилому ходить, валенки, да валенки, ух, да не подшиты старенький, валенки, да валенки, ух, да не подшиты старенький. Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на то место, ты на сиди в колец. Валенки да валенки, очень почеты старенький. 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 Очень почеты старенький, очень почеты Молодец, молодец, Кристина.
Поблагодарим Кристину еще раз бурными аплодисментами. Софья, ты же дичок, ты хорошо знаешь удмуртский? Вполне. А ты что, проверить хочешь? Мог бы, но не в этот раз. Ты знаешь, что в Москве есть курсы по удмуртскому языку? Так вот, один из следующих выступающих является слушателем этих курсов. А еще он талантливый продюсер, видеограф и, как оказалось, не менее талантливый танцор. И все это Алексей Гущин. Он еще и танцует? Ого, какая разносторонняя личность! И не абы что танцует, а бальные танцы. Встречайте Алексея Гущина и Анну Кузнецову с танцами ча-ча-ча и джайв. Ladies and gentlemen, this is the sound. Check this out. Check this out. Come on, everybody! Come on, everybody! Check this out. Сначала вот так, куда ты руки суешь, так от любой чуихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее давай, ногами шевели и рот не озевай. Свободнее вот так и два шага вперед, теперь присядь пониже и поворот. Я люблю буги-буги, 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 я танцую буги-буги каждый день. Это життербак, это рок-н-ролл. Ты не должен различать, где потолок, где пол. И если ты устанешь, то присядь, но ненадолго. Ты начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм и чуешь этот драйв, значит ты свободен в танце. Вот это кайф! Браво, браво, браво! Софья, а ты знаешь, что удмурты поющий народ? Стоп, стоп, стоп. Если ты хочешь начать петь, то давай женщины покинут сначала помещение. Смешно, смешно. Ладно, я шучу. Научишь так не шутить? Нет, сам я петь не буду, но зато я хочу пригласить на сцену замечательного певца Игоря Полуэктова. Встречаем Игоря Полуэктова под бурные аплодисменты. Эта песня встречается. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая хорошая
проститься никогда. Я и сам не понимал, и не думал никогда, что я все-таки люблю. Знаешь, больше никогда, ни за что и никуда я тебя не отпущу. А нам раскладывал пасьянцем темный лес, цветным резным ковром, что падает с небес. Но правду знали лишь густые тополя. Только в лесу я заблудился без тебя. Но правду знали лишь густые тополя. Только в лесу я заблудился без тебя. Никогда не вспоминай осуждений и обид. Никого не обвиняй, никогда не обвиняй, не затронешь, не болит. Ты простила все давно, словно сладкое вино отогрело душу мне. Пусть сегодня наше счастье будет с нами наяву, а не во сне. Никогда не торопи день, в котором мы живем. Что имеешь, береги, что имеешь, береги, потеряешь, не найдешь. Мне не грезится покой, но мне хочется с тобой каждый миг остановить. Просто знаешь, дорогая, этим небом и землей нам завещаны быть. А нам раскладывал
обращения. Эта песня была еще не очень отрепетирована. Я сегодня пел ее вообще первый раз здесь. Если были какие-то технические недочеты, я исправлюсь обязательно. Ну и для настроения. Нам бы сейчас сюда цыган попасть. Не грустить, не жить в неволе, может, бросим все печали. Я мечтаю, чтоб на склоне вдаль безумную мчали. Я хочу с тобой к цыганам пить вино чернее ночи. От любви хочу быть пьяным и быть счастливым очень-очень. Погадай ко мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Погадай ко мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Может, ты меня не любишь, все грустишь, и взгляд не весит. Ты со мной про все забудешь. Хватит нам вина и песен, просто звук от сердца ношу. Не зови любовь обманом, я дела свои заброшу, и уедем мы к цыганам. Погадай ко мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Погадай ко мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. И все вместе, 3-4. Погадай ко мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Погадай ко мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Тауба Джимбигер за такие уютные душевные песни. Это как привет с детства, с нашей родины, Удмуртии. Сразу строчки на ум идут. Хватает Волги широты и сини, до скалы она еще синей. И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей. У нас много активных земляков. И сейчас мы поблагодарим их за вклад, внесенный в деятельность общества ГЕРТ. Для вручения приглашаем на сцену Маргариту Родионовну Сличенкову. Я хочу сказать большое спасибо команде правления общества ГЕРТ, команде единомышленников, которые проводят хорошие мероприятия. Благодарственным письмом Министерство национальной политики Удмуртской республики награждается Камышев Владимир Алексеевич.
фирма Nordgamer Людмила Васильевна. Награждается Садакова Надежда Михайловна. Благодарностью руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы награждается Максимов Евгений Леонидович. Награждается Веретенников Евгений Андреевич. Вот они, мои сильные, наши сильные члены общества ГЕР, активисты. Большое им спасибо. Когда думаешь о родном крае или матери, сразу приходит на ум. Удмурты ведь поняли, что речь идет о солнце, что когда думаешь о родном крае, солнце становится выше и жизнь становится лучше. Эта фраза прозвучала на одном из финно-угорских языков, на коми-языке. Коми-язык – самый ближайший родственник удмуртского языка. Они очень похожи, как вы могли уже заметить. И сегодня поздравить нас с праздником пришла коми-этнопевица Ирина Косолапова, наш друг и соратник. Встречайте прекрасную Ирину Косолапову. Она исполнит для нас песню любимой маме. Вичауланны донасы вичауланны. Таңтянны шулазы мича шулан куф. Любимая мама.
конкурса, мира и дружбы, конечно же, между нами, мои золотые. Я вас очень люблю, удмурты мои милые. Тау, баджим тау и вина за прекрасную песню. А если подумать, мы ведь ничего не знаем о жизни наших бабушек и дедушек. Даже представить себе не можем, как они жили. Но мы можем это узнать из старинных песен и хотя бы немного погрузиться в неведомый для нас мир. Да, это точно. Давайте мы с вами послушаем старинные песни и вспомним наших бабушек, вспомним традиции и обычаи. Приглашаем на сцену народно-певческий ансамбль «Ожерелье». Хормейстеры Сергей Морозов и Елена Жукова с композицией «Летние хороводы». Встречаем! Та-та-та, бурыката, добыла мачеха лиха, она била кота, и журила кота,
мальчики, как настроение? Настроение отличное на самом деле, особенно после таких замечательных выступлений. Но жалко, что наш концерт подходит к концу. Рано ты печалишься. Сейчас мы все вместе споем песню «Нокуно умлюкишке». Приглашаем всех участников нашего концерта на сцену. А вы, наши дорогие зрители, подпевайте нам. Не стесняйтесь. Большое вам спасибо. Я рада, мы сегодня познакомились с новым для нас коллективом, народно-певческим ансамблем «Ожерелье». Большое вам спасибо. И мы вам хотим поблагодарить от нас, от нашего общества грамотами. Пожалуйста, Елена Сергеевна Жукова, хормейстер замечательного ансамбля. Сергей Александрович Морозов, хормейстер этого замечательного ансамбля. Для вашего коллектива всем спасибо. Спасибо огромное. Что сказать-то? Мы на самом деле очень рады присутствовать на этом празднике. Мы выучили 2 куплета последней удмуртской песни, честно выучили, хорошая, замечательная песня. Первые 2, к сожалению, со среды не осилили, но с удовольствием учили. Я вам хочу сказать, Ирина нам очень помогла, Филаретова, вон она, да, спасибо большое ей. Вот, вам спасибо за теплый прием. Надеюсь, вы на наших концертах будете, если у нас будет все в порядке, а не как в прошлом году, потому что, честно говоря, мы за 1,5 года первый раз стоим на сцене. 1,5 года, да, вот у нас, можно сказать, тоже сегодня вот такая своеобразная премьера. Спасибо вам огромное. И, кстати, может быть, можно 1,5 минуты?
Бог Создатель всему свету, на котором мы живем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Любовью, верой и надеждой всяко от Бога наделен. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. За Россию всем скорбящим и молящим пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Иногда песня лучше всех слов. Многое лето. Всем спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо всем за то, что пришли, но мы с вами не прощаемся, потому что в рамках 30-летия Герда будут еще и другие мероприятия. Мы будем рады вас там видеть и надеемся, вы будете приходить к нам еще. А чтобы не пропускать актуальную информацию, следите за нами в группе «Мускуич Удмуртиос» ВКонтакте и на страничке в Инстаграме Герд, _УМСК. А сейчас приглашаем всех на чаепитие, на самую вкусную часть нашего мероприятия. Чаепитие будет проходить в 104-й аудитории на первом этаже. Всем спасибо!